кто, строя лиру, языком сердца говорил и, проповедуя мир миру, себя всех счастьем веселил. Сегодня мы отмечаем 281 год со дня рождения великого русского поэта и выдающегося государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Уже стало хорошей традицией ежегодно в разгар лета 14 июля в Татарстане торжественно отмечать день рождения Державина. В этот день мы вспоминаем нашего земляка, его беззаветную службу Отечеству, стихом, словом закона и военной доблестью. Слово для приветствия министру юстиции Республики Татарстан Рустему Ильдусовичу Загидуллину. Хурматлы шарада катнашчылар, добрый день, уважаемые участники и гости мероприятия. От имени правительства Республики Татарстан рад вас приветствовать на торжественной церемонии возложения цветов великому Гавриилу Романовичу Державину. Сегодня наша страна находится в непростых условиях, борется за свой суверенитет, за право принимать самостоятельные решения. Сегодня солдаты, офицеры, в том числе уроженцы Республики Татарстан, воспитанники Республики Татарстан, делают все, чтобы для нынешнего и последующих поколений было безопасное будущее. И несмотря на все вот эти сложности, очень значимо, что мы не забываем чтить память о наших великих земляках. В прошлом году на масштабах всей страны были проведены мероприятия, посвященные 280-летию со дня рождения Гавриила Романовича. В Татарстане с особым трепетом и глубоким уважением организуются мероприятия, приуроченные празднованию дня рождения Державина. Это и вручение республиканской премии, и проведение праздника поэзии и многое другое. Кроме этого, не только в праздничные дни, но и в течение года реализуются научные, творческие проекты, направленные на популяризацию имени его наследия. Его имя для всей России стало символом любви к родине и народу. Главными смыслами в системе ценностей Гавриила Романовича были патриотизм, служение государству и закону. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемая творческая общественность, уважаемые писатели. Я очень рада вас сегодня, в этот солнечный ясный день, приветствовать на знаменательной дате 281-летия Гавриила Романовича Державина. Для нас известны со школьной скамьи его хрестоматийные строки, но, наверное, самое четкое и отражающее именно его как личность — это памятник. И то, с каким трепетом и с какой точностью, и с какой любовью он в своем творчестве воспевал любовь к своей малой родине. И эту любовь он пронес на протяжении всей своей жизни. Қадірлі Державин талантына баш иючілер, Державиннің поэзиясын яратушылар. Добрый день, с праздником, дорогие почитатели таланта Державина. У Гавриила Романовича есть великое стихотворение «Бог». Его переводить трудно, потому что там речь идет о триединстве Бога. Переводить, тем более мусульманским народом, трудновато, потому что мы же, татары, относимся к мусульманам, и для нас Бог един. Но, тем не менее, это стихотворение качественно перевел наш народный поэт Татарстана Ринат Харис. Он здесь присутствует. Скажем ему спасибо. И сам Державин, он же был, как уже говорили, не только поэтом, он был солдатом, государственным деятелем и поэтом. И поэтому сам он был тоже триедин, как бы. И я считаю его в этом смысле богом русской поэзии. В 20 веке его переводили многие наши талантливые поэты, самые талантливые, можно сказать. И сейчас переводят, поэтому поэзия Державина живет.
на всех языках. Мы почитаем его даже, как можно сказать, как своего поэта. Спасибо. А мы предоставляем слово для приветствия председателю правления Русского национального культурного объединения Республики Татарстан, заместителю председателя Ассамблеи народов Республики Татарстан Ирине Алексеевне Александровской. Его фамилия, не устаем мы повторять, является очень символичной. Державин, держава. Он держит всех нас вместе. Он как фундамент нашей литературы, нашей юриспруденции, нашей истории. Он до сих пор тот прочный фундамент, на котором держатся наши традиции. И эти традиции несут представители творческой интеллигенции, образовательной среды и многие другие неравнодушные к деятельности нашей страны, нашей поэтической творческой мысли. Я рада видеть здесь много знакомых лиц, почитателей, неравнодушных представителей творческой интеллигенции. Пусть будет у нас много новых поэтических строк, прозаических произведений, посвященных в том числе нашему замечательному земляку Гавриилу Романовичу Державину. И в других странах признают эту оду как высочайшую поэтическую вершину мировой литературы. Это подтверждает тот факт, что она 8 раз переведена на немецкий язык, 15 раз на французский, по несколько раз на английский, греческий, итальянский, испанский, китайский, польский, чешский, японский и другие языки. Она существует и на татарском языке. Ну, а мы приглашаем к микрофону народного поэта Республики Татарстан, переводчика, лауреату Республиканской литературной премии имени Гавриила Державина Рената Хариса. Хайрликан, добрый день. Всех я от души поздравляю с замечательным поэтическим и философским праздником, днем рождения Гавриила Романовича Державина. На этой площадке я каждый день бываю. Утром я делаю такое маленькое путешествие не только ногами и головой, раздумьями, и каждый раз с ним здороваюсь. Салам, Мурза! Салам, Гавриил Романович. И он мне вроде бы отвечает, и вроде бы меня он вдохновляет. Ода Бог действительно величайшее произведение не только русской поэзии, но и мировой поэзии. Посмотрите, есть ли еще другой пример, который словами обрисовал, создал образ Бога? Кроме Державина, никто это сделать не смог. Пытались. Есть много произведений и о Боге, и о религии, и об ангелах и так далее. Величайшие произведения есть. Но единственное произведение, которое обрисовал, создав образ несоздаваемого, несозданного, величайшей силы Бога, это Гавриил Романович Державин. Над Волгой. Рискуя провалиться в зазеркалье, растянешься на мостике разбитом. Мальки на мелководье примелькались, синхронно, как опилки за магнитом. За то, что лезла с берегом лизаться, прибой шаланду волнами отшлепал. От дыма над водой глаза слезятся, а в небе барабанщик из Deep Purple. И ливень в очертаниях нечеткий по роще разгоняет щебет праздный, где шишки, как массажные расчески, лохматой хвоя, вздрагивая, вязнут. С шаланды тянет стерлядью копченой, там зреет разговор отбодным ямбом. Послушай, как на взлете, словно пчелы, пропеллеры гудят цветущих яблонь. Спасения нет от голого кружения, где бурлаки, ушкуйники, волжане
Разбавленное пиво с водкой женят, и в русской бане парятся вожжане. Известного татарского поэта, к сожалению, недавно ушедшего из жизни. Он был поэт и взрослый, и детский. Это Разиль Валеев. Стихи эти имеют отношение и к жизни вообще, и к сегодняшней погоде, нынешней погоде в частности. Называется стихотворение «Гроза». Разиль Валеев из книжки татарской детской поэзии в моем переводе. И гром, и молния, и дождь, и ветер в окнах воет, и дом дрожит, и я дрожу, укрывшись головою. И мне и жутко, и смешно, что в прятки я играю, и глухо клен стучит в стекло, и сердце замирает. Вот скрипнет крыша и взлетит над улицей знакомой. А где-то луг ужасно раз, цветущий, васильковый, грозе греметь, а лугу жить, под каплями живыми, и голубое небо пить глазами голубыми. Добрый день всем, дорогие друзья! В этот день мы традиционно собираемся возле Людского сада, в самом центре, в самом сердце Казани, чтобы почтить память нашего великого земляка. И я хочу прочитать тоже стихотворение друга нашей семьи, замечательного казанского поэта, лауреата Державинской премии Сергея Малышева «Над Казани луна». На громады домов и чугун мостовых полагаться опасно. Над Казани луна, как державинский стих, тяжела и прекрасна. И Казань под луной ненадежно легка, хороша и не вечна. И мгновение легко переходят века, а века быстротечны. Августейшая ночь в миллионы веков, где под грохот трамвая только тень тишины колыхнется легко, вдалеке замирая, где в квартире друзей раздается звонок. Вы меня извините, над Казанью луна, я совсем одинок. Что-нибудь измените. Спасибо. С праздником. Казанские поэты: Николай Беляев, Сергей Малышев, Ренат Харис, Зульфат, Лиша Кирзянова, Ольга Журавлева, Галина Булатова, Эдуард Учаров и многие-многие другие. Этот список можно продолжать бесконечно, потому что каждый поэт находит в творчестве Державина созвучные себе мысли и чувства. Ну а мы приглашаем к микрофону поэтессу Светлану Васильевну Мингазову, члена правления Татарстанского отделения Союза писателей России, лауреата. Добрый день всем, здравствуйте. И рада поздравить нас всех с праздником, с днем рождения великого нашего земляка Гаврила Романовича Державина. Я прочту стихотворение «Поэт». Чем озарен и чем измучен, нет сна в ночи тебе, поэт. Привычка давняя не случай, ложится, чуть забрежет свет, едва белесыми полосками. Лишь встрепенутся петухи, рассветную зарей расплесканы в тетради новые стихи. Ломая нервно сигарету, часов не замечаешь ход, и в поле зрения два предмета — твой карандаш и твой блокнот. В височном пульсе ошалелом шумит в бессонье голова, но невозможно бросить дело, в строфу слагаются слова. Спокойно спит семья, вздыхая, но одинок он, пилигрим, легко и медленно ступая, лишь муза властвует над ним. Твори, мой друг, неугомонно, пока Эвтерпой посвящен. Уйдет она, неутомимо, пока Эвтерпой посвящен. Уйдет она, и тихо мимо прошелестит ее хитон. Тогда в ночи осиротелой ты сам, как будто сирота, зовешь ее, и вот слетела, как птица ранняя с куста. И обретаешь вдохновение, она к тебе благоволит. Рождается стихотворение, и горло рифмою кровит. Спасибо. Я не торгую чувствами в любви,
Мне не понять предателя Иуду, я брошу все, ты только позови, а на бегу я сам себя забуду. Ты помоги мне крылья обрести, меж облаков нам было бы сподручней, и на руках тебя меж звезд нести, чтоб быть всегда с тобою неразлучней. Но не бывают небеса без туч, за ними ждут нас солнечные блики, все ответвляющие надежды сердца луч, и лебедей восторженные крики. Мы проходили этот путь не раз, знакомая кремнистая дорога, а где-то там нерукотворный спас извилистой тропой ведет нас к Богу. Пройду сквозь боль я, но не отступлю, светящийся бриллиант в чреве ночи. Я каждый вздох твой с трепетом ловлю, судьбе дрожа заглядывая в очи. И вот второй хочу я от Джалиля посвятить. И руку протянул к руке Джалиль, пожать герою нынешних баталий, стряхнув с очей десятилетий пыль под звон горящих пламенем медалей. Герой герою руку крепко сжал, и, не сговариваясь, молча прокричали: вперед за родину, зубами скрежеща, и ненависть к фашистам источали. Мы не забудем плачущих детей Одессы, заживо сгоревшей, на нашу долю выпавших смертей и нечисти от крови одуревшей. Мы все припомним, дайте только срок. Вам мало Нюрнберга? Вам до сих пор не имется? Мы выучим преподанный урок. И так ответим, небо содрогнется. Сегодняшний поэтический и венок прекрасных слов в адрес Гаврила Романовича Державина около Казанского памятника мы заканчиваем. Но в 13:30 начнется праздник поэзии на центральной площади города Лаишево, на котором состоится церемония вручения республиканской премии имени Державина в области юриспруденции. Былтыр миңа Державин изләре буйлап узарга насип булды. Чудово шәһәрендә булдым. Шуннан ерак түгел Званка, анданың именисе булган, утары. Шунда ул вафат булган. Чудовода менә китапханәдә аның исемендәге музей бүлмә бар. Аның истәлеге кадерләп саклана. Анда без очрашу үткәрдек. Аннары Санкт-Петербургта музей усадьбы, шулай ук утар музей. Анда инде бакчасы аның зур 3 катлы, 2 катлы йорты булган. Ул саклана. Һәм без аның архивлар залында шулай ук иҗат кичәсе үткәрдек. Алия Кәримова белән оештырды. Державин буенча белгеч, Санкт-Петербургта билгеле шәхес Әлфия Рахматуллина. Һәм әлбәттә шушы Державинның изләреннән үтү, аның рухына кагылу ул бездә зур тәэсирләр калдырды. Державин бит инде атаклы татар морзалары нәселеннән, ул үзе дә белгән, язган. Һәм аның кәгазьләре арасында татар халык җырларының юлга-юл тәрҗемәләре сакланган. Димәк, ул татар фольклоры белән кызыксынган, татар тарихы белән кызыксынган. Шуңа күрә ул безгә якын. Әлбәттә, аның йогынтысы үзе исән чагында һәм үзе белгәннән соң да татар әдәбиятына булмаган, дөресен әйтергә кирәк. Ләкин инде менә 20нче гасырда Совет власте урнашкач, аны бик күп шагыйрьләребез, атаклы шагыйрьләребез тәрҗемә итә, аның җыентыгы чыгар. Менә Бог дигән шигыре, Тәңре дип әйтик инде татарча. Аны тәрҗемә итте Ринат Харис. Ул әлбәттә тәрҗемә итәргә шактый авыр, чөнки ул христиан күзлегеннән язылган. Ләкин фәлсәфәсен аңлаган кешегә әлбәттә ул башка халыкларга да кызыклы һәм аны бик күп телләргә тәрҗемә иткәннәр. Державин гомумән хәзер дә ул актуаль. Аның әлбәттә төрле шигырьләре бар, ләкин менә замана сынауларын үтеп безнең көннәргә килеп җиткән бөек шигырьләре әлбәттә бүген дә яңгырый, бүген дә безнең белән. 14 июля, в этот жаркий солнечный день, любители и поклонники поэзии Гаврила Романовича Державина, нашего великого земляка, собрались возле памятника поэту, чтобы почтить его память, возложить цветы и прочитать стихи, посвященные ему, или самого Державина. И я считаю, что это справедливо, что памятник был восстановлен и возведен в самом центре города, в его исторической части.
И в свою очередь хочу сказать, что ЛИТО, которым я руковожу уже 28-й год, тоже послужило увековечению памяти великого поэта и гражданина. Дело в том, что в год литературы мы предложили, вернее, вот конкретнее я предложила Раису нашей республики на Пушкинском празднике поэзии увековечить имя Державина и Братынского. Можно сказать, старшего и младшего соратников по поэзии и имеющих отношение к Александру Сергеевичу Пушкину. И на карте города, что символично, в год литературы появились две эти улицы. Мы этим гордимся, очень радуемся, что в Казани есть улицы и Пушкина, и Державина, и Дортменда, и Абсалямова, и Гарифа Ахунова, и многих других наших замечательных земляков, писателей. И хочу отметить, что в Казани более 100 улиц названо именами выдающихся литераторов нашего города и республики. И не в каждом городе, наверное, столько на карте имен замечательных. Но хотелось, чтобы эта традиция продолжалась, и чтобы мы в такие дни, как сегодня, вспоминали наше замечательное, можно сказать, достояние республики.